Здравствуйте, уважаемые участники конкурса, здравствуйте, уважаемые члены жюри. Я думаю, мы начнем. Вот подошел к финалу проект нашего конкурса, нашего проекта. Финальный этап нашего проекта – это проведение открытого конкурса начинающих мастеров по изготовлению хакасского традиционного костюма. На первом этапе мы подготавливали методические пособия. Также сняли несколько документальных фильмов о народных мастерах Республики Хакасия с названием «Шонусы». На втором этапе мы проводили выездные, в том числе и абаканские мероприятия в городе Абакан, где мы обучали вот этому нелегкому, наверное, ремеслу всех желающих. И вот он, итог нашего проекта. Это конкурс. Я сейчас проведу перекличку, жеребьевку конкурса. Каждый получит по номерку, и каждый будет работать на своем определенном рабочем месте. В течение этого времени жюри будет ходить и оценивать вашу работу. То есть будет оцениваться как процесс работы, так и конечный результат. Поэтому жюри будет работать 2 дня вместе с вами. А если будут вопросы какие-то, вы не стесняйтесь, подходите и спрашивайте. Понятно, что такой конкурс у нас проводится впервые, и вы первые, кто участвует в таком конкурсе. Не только в Хакасии, но я думаю, что и в ближайших регионах, и даже по всей России такой открытый конкурс проводится впервые. Потому что я о проведении такого конкурса не знаю. И вы поэтому попадаете в историю мастеров. Так. Приветствуется взаимопомощь, поэтому не совсем такими уж конкурсантами будете, если кто-то будет обращаться к вам за помощью, там иголочку, либо ниточку, пожалуйста. Мэрим Эрнисовна, она здесь? Представьтесь, пожалуйста, сами. Швабин Марина Эрнисовна. Вы откуда родом? Я родом из Кызыла. То есть у нас получается не только республиканский конкурс, но здесь мы видим, что конкурс у нас уже межрегиональный. Вот вам номерок, присаживайтесь. Дальше Авдина Ольга Васильевна. Так, вы откуда? Черинский район. Номер 2. Спасибо. Бабаева Вероника Олеговна. Вы откуда? Солнечный базар. Базы. Татьяна Витальевна. Татьяна Витальевна у нас под номером 4 идет, да? Где же у нас номер 4? Вот она, номер 4. Вы откуда? Из Бийского района. Бийского района. Ага. Так. Анастасия Геннадьевна. Вы откуда у нас? С Бакана. Бакана. Наталья Алексеевна. Так. Вы откуда, Наталья Алексеевна? Я со Скийского района. Скийского района, 26 номер. Наталья Денисовна. Наталья Денисовна есть здесь? Есть. Откуда вы? Со Скийского района. Тоже со Скийского района. Евгения Петровна. Здравствуйте. Откуда вы? Города Бузыр. Угу. Штыбский район, да, у нас получается? Так. Юлия Викторовна. Город Абакан. Юлия Сергеевна. Абакан. Виктория Владимировна. Скийский район. Аскийский район. Карина Владимировна. Скийский район. Аскийский район. Валентина Руслановна. Вот куда? Абакан. Абакан Валентина Руслановна. Так. Ирина Юрьевна.
Здравствуйте. Куда? Устебаканский район. Степаканский район. Татьяна Николаевна. Абакан. Снежана Васильевна. Аскизский район. Артем Владимирович. Аскиз. Лариса Ивановна. Ширинский район. И Наталья Сергеевна. Так. Наталья Сергеевна. Багратский район. Так. Участники конкурса, которые заявились на конкурс, присутствуют все в полном составе. А теперь я представлю жюри. Меня зовут Раиса Петровна, я буду председателем жюри. Дальше у нас Елена Арсеньевна, мастер производственного обучения первой категории. Светлана Юрьевна, тоже мастер производственного обучения высшей категории. Водочакова Светлана Степановна, заведующая сектором изобразительного искусства и декоративно-прикладного искусства Республики Хакасия. Так. Валерий Карпович, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник сектора КНЕЛь. То есть члены жюри в полном составе, конкурсанты в полном составе. Теперь можно считать конкурс открытым. Каждый уже предварительно знает свое рабочее место. Те, кто прибыл чуть попозже, я сейчас дам ткань, условия, модель и приступаем к работе. Удачи вам всем, сильно не переживаем. Пишите я это. Ну все, мне теперь вас надо мерить. Кокеточки вот эти вот Маркен, да? Не надо? То есть все из этой ткани. Я хотела вам предложить, чтобы вот с рисунком было вот так вот. И на манжет. Без орнамента. А этот рисунок широкий будет. Я просто предлагаю. Он слишком широкий, да? Некрасиво. Понятно. То есть все из одной ткани. Понятно. Будет предложено, да? Нет, так нет. Хорошо.
Простите, не сможем сегодня съемок. Завтра на магазине ходить. Пообещать тоже не могу. Это у нас надо с продюсером согласовывать. Я не понимаю. Лилия Сергеевна вот тоже участвует. Гладильная доска и сувенирная сторона. Ну, где-то там просто. Ага. Ресторана у своих торговцев шестого. То есть на этих машинах мы обучали по районам ездили. То есть не просто мы их не покупали с целью везов. Мы строителя везли. Полностью туда расписать. Нас потом Машинки Я. Ага. Можно спросить, что вы сейчас шьете? Мужскую рубаху, показ функциональный. Так, а сейчас какой процесс у вас идет? Крой. Мы сразу на ткани чертим лекала и выкраиваем. А размер рубашки как определяете? Примерно для какого роста мужчины или... Ну, я могу единственное, что сказать, это длина рубашки, она составляет 91 сантиметр. А пойдет на размер, я точно сказать не могу. Ну, для мужчины средней комплекции получается, да? Ну, на вас могу. Спасибо.
И вы сейчас хорошо ориентируетесь, как и какие операции, зачем, что проводить? Ну, опыт раскрою у меня есть, так скажем. То есть я владею тем, что как-то детали передвинуть, чтобы экономнее ткань была, мерки какие снимать. То есть это я уже знаю изначально. Не знала только, какие конкретно снимать и мерки на хакасское платье, на хакасскую рубаху. А так, в принципе. Хорошо. Вот этого не нужно. Можно взять? Почему-то лично не хотят дарить. Сказали, У вас ткани свои, да? щох. вам выдали? Да. В рамках проекта тут предоставляется ткань, и мы сейчас шьем платье и оставляем здесь. Вам по жребию что досталось? Женский. Мы не справились с этими подготовками. Некоторые вот эти наши, которые тоже. А ты зачем ты штуки шлепнул? Это что такое? Это гейка или нет? Зачем? Она, во-первых, косой, во-вторых, она не такая маленькая должна быть. Чё? Может, линейка не такая, она не такая. Должность нужна. Относящиеся к этому водителя. Коммерческие задания коммерческих организаций по расширению деятельности. Если мы, например, в рамках своей работы ограниченным уставом организации, проекты, дальше руководитель проекта, название проекта. Я пока не нужна. Я здесь бегаю. Сейчас мы минуточку.
Да, ответьте, почему вы решили участвовать в этом конкурсе? Какую цель ставите перед собой? Я ставлю цель научиться шить хакасское платье и шить его потом для бабушки. Она у меня хакасочка, и ей вот порадовать ее хочется как-то, сделать ей приятно. Отлично, идеально. Так, имя, фамилия? Борисова Наталья. Борисова. Лет сколько? 19. Спасибо большое. Почему решили участвовать в этом конкурсе? Я хочу научиться шить платье хакасское. У меня тоже мама шьет хакасское платье, но я никогда не училась. Сейчас так интересно. Все-таки национальное наше платье. Вот. Всем спасибо. Так, Виктория, а фамилия? Чуть-чуть корпусом могу. Ну, расскажите, пожалуйста, для начала, что за конкурс, что за проект, грант? Вот. Наша организация, Хакасская региональная общественная организация общества востоковедов, принимала участие в конкурсе грантов президента Российской Федерации на развитие общественных инициатив. В прошлом году она оказалась в числе победителей. Наш проект называется «Сохранение и популяризация традиционных видов ремесел по изготовлению хакасского традиционного костюма». И он состоял у нас, нынче завершается этот проект. Было 2 основных этапа. Первый этап подготовительный, на нем подготавливали литературные, технические пособия, как шить хакасский костюм, основные виды одежды хакасского костюма, как делать украшения пого, 2 пособия по орнаментам и по технологии изготовления платья кубинет, пого и сигабет. На втором этапе мы выезжали по районам Республики Хакасия, а также проводили мастер-классы в городе Абакан, где обучали всех желающих. Вот это казалось забытым ремесло, потому что у нас очень мало мастеров по изготовлению хакасского костюма, в том числе нашего платья. Вот поэтому это и вызвало у нас проблему и актуальность нашего проекта. В свое время, вот я как помню, что в нашем районе была только одна мастерица, то она уже умерла. То есть не было в нашем районе ни одной мастерицы, которая могла носить хакасские костюмы. И третий этап И получается? третий этап – это у нас проведение открытого конкурса мастеров по изготовлению хакасского костюма, причем начинающих мастеров. Раньше они профессионально шили хакасские платья. И вот на этом этапе конкурса они постараются показать свое мастерство, умение. Я думаю, что они попадут в список мастеров Республики Хакасия, умеющих шить хакасские костюмы. Так, секунду, еще был вопросик. А вот традиционное хакасское платье, какое оно? Вот мы уже с вами говорили, что участники ведь и не из головы берут, но и макета у них нет. То есть, фотографии, картинки. Вот. То есть на втором этапе мы рассказывали об особенностях кроя и шитья хакасского традиционного платья, чем оно отличается, чем оно характеризуется, каким оно должно быть. То есть этому мы всего коротко рассказали Италию, методическую литературу, где вот так вот более подробно и коротко написано о костюме. Традиционное платье, оно прежде всего вот женское. Любой традиционный костюм, он отвечает условиям быта. Каким бытом он занимался, такой был и костюм. Быт и климатические условия, они очень сильно накладывают отпечаток на традиционный костюм. Платье было широкое в подоле, то есть удобное получается для верховой езды, для ведения дел в юрте. Узкие рукава, также, но широкие, в то же время заканчиваются узкими обшлагами, они тоже способствуют удобству прежде всего. И покрой платья отличается тем, что у хакасского платья есть такие элементы, которые называются эн и моркам. Даже в русском языке дословного перевода нет, мы так и говорим эн моркам, либо эн моркамный набор. Это наклеечники и манжеты на платье. И там если особенности есть, потому что раньше платья шились без измерительных каких-то приборов, без лент измерительных, была определенная длина, например, харос. Мерили вот такими вот расстояниями между большим и средним пальцем, большим и указательным пальцем. За ширину, за длину измерения брали 4 пальца. Например, N был перхарос и 1 харос и 4 пальца, либо 2 пальца. И у каждого человека они брали мерки вот именно по тому человеку, которому шьют, не своими пользовались,
а его мерками. То есть у каждого человека же свои особенности фигуры. Таким образом шили. И вот это вот все хотелось бы увидеть в мастерстве. То есть поэтому жюри работает, не оценив не конечный результат, а весь процесс работы. Вот я же смотрю, кто-то вот именно таким старинным способом выкраивает. То есть меня, конечно же, радует. И, соответственно, по этой номинации у них оценка выше конкурсантов. Все, спасибо, отлично. Так, что постойте. Что же здесь было? Это завершающий этап нашего проекта, который называется «Сохранение и популяризация традиционных видов феминизма в изготовлении хакасского национального костюма». Этот последний этап подразумевает собой проведение открытого конкурса начинающих мастеров по изготовлению хакасского костюма. Здесь принимают участие 19 конкурсантов из разных районов республики и не только из республики. Есть одна участница из республики Тыва. Возраст участницы разный, совершенно. Самой молодой участнице 16 лет, и самой такой взрослой участнице получается 67 лет. Не только женщины здесь участвуют, принимают участие, но и мужчина. Цель этого проекта такая, как какой-то конкурс. То есть участникам дается ткань, по жеребьевке они выбирают вид, какой одежды они будут шить, либо это мужская рубашка, женская рубашка, детская для девочка, детская для мальчика. И в течение определенного времени они должны изготовить хакасское платье. Оцениваться будет не только конечный результат, как костюм, но и процесс пошива. Правильно ли они собирают, правильно ли они выкраивают, рационально ли они используют ткань, то есть разработаны критерии оценки. И с этими критериями оценки жюри работает в течение 2 дней. То есть не пришли-ушли, а в течение 2 дней они следят за пошивом и ставят свои оценки. Будут выявлены и награждены самые лучшие из участниц, которые получат швейные машинки. Эти машинки мы приобретали, то есть оборудование мы приобретали для реализации проекта. На них мы работали и подали на самое лучшее. Я думаю, что этот конкурс позволит популяризировать хакасский костюм, сохранить. И кроме того, появится много новых имен в числе тех, которые умеют шить хакасские костюмы. Я Бозыкова Настя, под номером 5. Я сейчас раскрыла платье, теперь приступаю к самому сложному части рукава, это сборки складок. Самое сложное, потому что тут несколько строчек, как бы.
их очень сложно делать, так как здесь нужно выпрямлять всякие сборки и более-менее поправлять их, чтобы строчки были аккуратные и красивые. А раньше вам приходилось шить хакасские одежды или платья? Нет, я первый раз. А сами где-то учитесь? Да, я учусь в ПТС на закройщика. А какой курс? Второй. А что вы сейчас делаете? Я обрабатываю маркам, приутюживаю. Это получается, вы уже Какой уже? Я еще не уже. соединили некоторые части, получается, Да. мужской рубашки, да? Это у меня женское платье. А, женское платье у вас? А раньше приходилось, нет? Нет, никогда хотелось так, вообще сильно-сильно хотелось. Ну и вот мечта наша осуществилась. На каком этапе сейчас? Укладываю складочки на рукавах. Это у вас мужская рубашка, да? Да, у нас мужская рубашка. А вот эту технологию сворачивания вы где-то подсмотрели? Да, я подсмотрела в интернете. Благодаря Раисе Петровне. Видела, как она пользуется приспособлением, и решила тоже попробовать использовать это приспособление для закладывания складочек мелких. Девушки, вы можете пояснить, что вы сейчас делаете, на каком этапе? Ну, обтачки для маркама устраиваем, чтобы складки закрепить по вот этой вот части. Здесь. Чтобы складки не ездили. Можно узнать, чем вы сейчас занимаетесь? Что вы сейчас делаете? Я неправильно начала прошивать и сейчас распарываю. Вы получается, распороли и заново, что ли, Да, пришиваете? да. Можно узнать, чем вы сейчас занимаетесь? Настрачиваю складки. Это где-то это наплечник получается, да? Или что? Да, они будут вот здесь находиться. А вы сейчас на каком этапе? Стачиваю. Это у вас рукава получается или что? Да. Узорчик делаю. А вы можете сказать мне, где вы сейчас учитесь? Где вы учитесь? В Хакасском колледже. Вот здесь? Да. На этом колледже. На каком курсе? 4-й. А отделение какое? Отделение или как называется у вас? Факультет, отделение? Специальность какая? Закройщик. Все ясно. А хакасские платья или рубашки шить приходилось раньше? Нет. Это первый раз у вас? Да, первый раз. А как вы знаете, что шить нужно именно так? Где вы узнали? Нас подготовили, мы учили. Вы прошли какой-то минимальный курс обучения? Татьяна Николаевна нам помогала, учила. А в будущем собираетесь, нет, заниматься пошивом хакасской одежды? Я думаю, если возможность будет, то да. А родственников-то будете обшивать? Ну, по возможности. Там, получается, если свадьба, не свадьба, то так и так нужно будет шить либо рубашки хакасские, либо платья. Я бы вместо вас сразу обошел бы всех родственников и просто сказал бы, давайте мне заказывайте срочно. У ваших родственников у всех есть хакасские платья? Ну, у меня получается, половина родственников по отцу есть, а половина по маминой, как сторона русская, нет, не носят. Вот. Можно вас спросить, вы где вы учитесь? Здесь? Да. На каком курсе?
Второй. А специальность у вас какая? Закройщик. Закройщик? Скажите, а хакасские платья вам раньше приходилось шить? Нет. Первый раз сейчас вы это делаете? Да. А где вы обучались? Ну, В городе. имеется в виду шить хакасское платье, кто-то вам показывал? Да. Курсы были какие-то специальные? Видео посмотрели. Видео? Сарарам нон мичезер. Воротник чем? Муйдыр я. Мойдырх, я? Вот, точно мойдырх. Чем хаш воротник. Хаш воротник. Хаш старый воротник. Понимаете, албали? Посыпаем зараз все. Пистемемем до посту. Aylarni bir yıkayız. А разноцветные нитки будут? Можно Ниматадыр күннехтерде нинже күннехтик сылғы келскен шуртаста. Санавамда, ну, килскан тегерге. Туғындар, наверное, сәрдің кебізіқтарына жүршілер, я. Ну, кибуз мне стилизованный, так что. А традиционный, вот так, он хазин, суразылар. Сәрдің семьяда прайзы хакаску гөннехтик бұларлар неге? Ну, поздно семьяда, я. Я. И все, ну, бар, паларым, бар. Ипшен сәрдік немен жүрші, я. Алай пузы ты гочу. Пузы. Паларым, хыстарым тоже текшелер. Иә. Сюбыхтан қосып Сәрдің ненже бола? Алты. И прайзы текшелер алты боланың ма? Олар қыз 15-16 жастағылар. Олар текшелер, сюбыхтан қосып жүрлер. Үйнеттің өңгірчезер, ол керек, иә. Сәрдің да... Түштіп білгендер. Хажындатып жүн. Идіргі, нәмет үйген маза, шуқтасты келезір. Артық бұл бенже. Артық бұл басын, керектік барыр. Ансандық. Бірісі бір класты, асықсты. Екінші қыз 9 классыны бар бұсқан. Онда Хакасский колледж деген шықты жүн. Ну, тігіргі немес ма бұсқан, бұл кондитерге. Тігіргі. Папа его салатерді. Ну, қаға мен пілчем уже пасқан өңгірінеген. Ну, пілсті, я. Ну, сәрі школада технолог пұлықтық чезір, я? Испилтеріндегі школда. Технология баршым. Аға хузы, асықстаға хузы ұлған адам. Кінна бар, өгедік. Андай тоқысы баршым. Кружоктара баршым. Қайды кружок? Стилизованный. Это такие просто вторые гостям погоды. Асқысты. Ну, у меня она что тоқсыма. Испилтендегі школаның. Апалардың арасында ұлы қыстыр бар ба? Бар. Вот мен енже тоқып барым. Сезінігім ұлы қысты. Еткі немелері... Артық білтіші ба? Я, қыз жақтарына қырынды. Потому что қыстыр итвселер. Кажется, питанием пришельцев, и для того, а голос именно вот с выходом хвост тоже. Каждый полгоности жук тара, тюйлер, вдыйлектер. Сцена да, хтар. Ну, рук-то даже олы хтар райхаду генчлер. Бана алдағы шар убинжелер. И поэтому, что голос-то тоже нормально. Сәрдің прай ненже баландығдан да? Үгірет баршезір, сірдің қоларыңды ненже көзі көрінше, тігерге, балардың арасында жезір. Ну, вообще, тузон, тика бала. Ол прай школын түсілері де үгірет жезір. Я. А поди, ауын же кружак ашурып, ол немені қанып шүршкен қызлар бар бұл балардың арасында? Он менің үйін бар, он баламды. Олар школды
писаемых программах осты башым палады. Анда дефиле отдельно палады, ифтыгба сюжет, уже сибактен пост отдельно, тоже алынжы. Тыгырга алынжы сувениры, алынжы тоже. И вот он паламином ün мен отулар менің прай программада жүршілер. Отулар анды үйген алдырманды, вот, мағарады. Пониме даралызға қайдан пүгін мұғызар, қайдесті болғызар бұл марғыда? Мен национальный гимназияның піші келген положение бұл марғы ертішін. Заявка бері басысқан. Заявка басысқан содан асқыстың управление образования, құртықты ставилар, положение тоже сықалар. Келсіз бағын еді. Гимназияның да олдан пөлбен өзім. Сәні келсіз бағын келерге басқа организацияның. Игнен серамик пашизерге. Обрабатывать полчаса не надо. Все готово. Так, это надо будет делать.